В Башкортостане минимальный размер оплаты труда станет не ниже прожиточного минимума. Соответствующие поправки готовятся принять в Республиканском госсобрании. Сегодня состоялось 35-е заседание, на повестке которого было около 50 вопросов. В их числе изменения в Конституции, закон о тишине, регламентирование самокатов и не только. Подробнее о законопроектах расскажет Артур Шамсудинов. Самокаты, по мнению депутатов, не только средство индивидуальной мобильности, но и ответственности. Именно поэтому в республике намерены ввести штрафы за нарушение при их использовании от 1 до 4 тысяч рублей. Законодатели разработали детальный регламент, как должны пользоваться двухколесным транспортом, чтобы обезопасить не только себя, но и окружающих. Первое – это ограничение скорости до 10 километров. Один самокат, один человек, то есть на одном самокате не может быть больше одного человека. Третье – это дети до 14 лет не имеют права самостоятельно пользоваться, если нету рядом взрослых, то есть только под присмотром взрослых. И четвертое – это меры безопасности, ношение шлема и в темное время суток светоотражающих значков. Изменения хотят внести и в закон о тишине. На сегодня жалобы на шумных соседей рассматривают административные комиссии, которые собираются, как правило, по мере накопления материалов. Процедура настолько длительная, что привлечь нарушителей к ответственности удается далеко не всегда. Комитет по правопорядку предложил передать эту функцию мировым судьям. У мирового судьи есть четкое прохождение документации от момента поступления протокола до момента заседания. Мировыми судьями вопрос будет рассматриваться более эффективно, чем административная комиссия. То есть быстрее, и, наверное, какие-то более серьезные меры будут приниматься в отношении к нарушителям. Полностью переписали депутаты закон о молодежной политике. Акценты делаются на формирование духовно-нравственных качеств, а вот увеличение возрастных границ, то есть признание молодыми людей не до 30, а до 35 лет, даст больше возможностей. То, что дает возможность многим молодым людям, молодым семьям получить те социальные гарантии, которые предусмотрены в других законах Российской Федерации и Республики Башкортостан. Впервые на заседании депутаты заслушали информацию о деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Владислав Дзюба рассказал о том, сколько заключенных отбывают наказания на территории республики, а также об их трудовом перевоспитании в стенах колоний. В Госсобрании даже организовали выставку продукции, которую осужденные производят в своих цехах. Одним из основных, вынесенных на рассмотрение, стал законопроект об изменении Конституции Республики Башкортостан. К примеру, предлагается закрепить размер минимальной оплаты труда не ниже уровня прожиточного минимума. Важнейшими приоритетами госполитики должны стать дети и семейное воспитание, а также сохранение культурной самобытности народов Республики Башкортостан. К числу основных можно отнести и создание госреестра национального наследия. В него предлагают включить в том числе уникальные природные объекты, такие как заповедник Шульганташ, природный парк Каремель, башкирские шиханы и не только. В этом случае они будут под охраной самой Конституции. Значительно усиливается, конечно, прежде всего экологическая и социальная составляющая нашего основного закона. То, что раньше не имело места, сегодня это уже будет иметь конституционную ценность. В Конституцию республики вносится более 140 правок. Будет затронуто порядка 30 законов, которые придется менять параллельно. С докладами депутатов ознакомился и глава республики Ради Хабиров. Всего на заседании Госсобрания рассмотрели свыше 50 вопросов. Таким образом, законодатели завершили весеннюю сессию. И вновь в этом зале они соберутся уже осенью. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов, Азат Узбеков. Новости Уфа.